быть, немногие из вас слышали тибетскую речь. Обычно, когда начинаются лекции, тибетцы для того, чтобы устранить препятствия различного характера, читают специфичный ритуал на устранение препятствий, то, чтобы ничего не помешало получению вами знаний, пониманию знаний, потому что существуют различные роды препятствия, как видимые, так и невидимые. И в конце ритуала обычно хлопается в ладоши путем устранения. То есть сам хлопок он заключался в том, что йогин визуализировал между двумя ладошками то препятствие там, в том или ином виде и разбивал его. Таким образом, визуализацией он уничтожал те или иные препятствия, которые могут мешать пониманию или мешать выдаванию информации. Когда китайцы вторглись на территорию Тибета, тибетцы сидели и читали ритуал на устранение препятствий. Но китайцы, воспитанные Мао Цзэдуном, думали, что их приветствует сладко. А на самом деле тибетцы их пытались таким образом прогнать. Ну и это займет немного времени, заодно и услышите тибетскую речь и старый текст услышите. Я думаю, это будет благоприятно для будущих обстоятельств. Багмагончик сумачается, лудаки даки тюпа чучик на чем на те, джагака джагут мипири лагелунги гедун чепотан чесепи гедун чепотан тапчуту чутет диете, чем на те. Сами на ночи шеви чученам чиче, это не зелоне почусу янде, це чанчу семба, семба чепу попачи на зею, вачу чан шеру чепару чучимпа, сами чепанила на портаен, бубо на путе деклайн. Раньше на порталу тенниса дичи цеден пачари бучачу семба семба чепу попачи на зею, ванчу ладаки чимисури чепу мокамала шеру чепару чимпа. Сами чепа, чопар, дотба, диджитала парчадыки, чеми потом джиджи себа себа чепу попачи на зигуанчу, ги цетами вачара датикулу дики, чеми зушари бурик чепу мукамала. Шеру чепару чимпа сами чепа, чопар, дотба, дитар на парта парчады куму на потеда чан райки, ютунпа на парняна паржисута узутунпа. Томпа низук созугличан дома нишин маин, дома ниличан зушин маин нотейн, тусоротан душитан дуджитан, на парчипа на доба учари бутета вин. Чутам читон пани те ценими по мачипа мага квачимами, пачиматан чарлами, пачимами, покамами по учари бутета вина, томпа нилозома цороме душими дуджинами на парчипами. Мигменова на мечами люмими зумичами чеми ромерекжами чумито мигиками, паничиками, течина пархипиком, чепортуем, мету марипасы подмепани, кахими, кахисипи, портуем. Тейнту наротан вуджуан, гопатан, ламит и хими, топами, метопами, шари бутета вина, чатусапана, топами, печерчеру, чупарту, чимпа сами долтечините. Сема чапамета, джинджело, лишиту, няналити, питачу, тюсуто, напарчу писанди, там чичан, шеру, чупарту, чимпа сами долтеня ланами, паяна, подзопи, чачу, напарту, саджису. Тета вина шеру, чупарту, чупина, рипа, чупина, ланами, пина, меня подана, педжипина, дуната, причива, джипина. Мизун бенда те баче парча те шеру че пару чипина ми потета. Он гаде пара санга де боди соха шари буча се басеба че манам че тетр шеру че пару чипа се парча отен ничем на тетен издели теринти. Че се басеба че попо пачине ванчула лексо шидя пачине лексо ричи потета и ричи потета и диджита че те майнду шеру че пару чипа се на че парча. Те ничи пана де суира на чем на те че ки кацани сета шари буча че се басеба че попо пачине ванчу там че там депико хадами хаме. Чисто че пежита не рате. Чем на те че сумба номер фото те дета он гаде пара санга да муди соте это. Sangat mensudah itu enggak dekat berkat para sangat mensudah itu enggak dekat berkat para sangat mensudah itu enggak dekat berkat para sangat. Dieta un gade para sanga de buji soha pak ma gonjok sum che giden bidov chi chor par chu che mebar chu che shiwa chu che ratu shiwa chu che chagi par che mitum bichuk ne patam che chiwa sindang kuru ye so ha gi ripton cha de chu shiwa ta mitum mo pe che tam chalwa tam tum par chu чин позу chu чурни cha shi ten chan ten дерделе еще. Вот такой краткий текст на устранение препятствий, называется текст пражной парамиты мудрости. И в конце было отсечение препятствий, которые могут нам в том или ином виде помешать. У нас все проходит более-менее перспективно. Не как в Киеве, как когда-то я переводил в 90-х годах, где примерно в таком же заведении была еврейская школа в городе Киеве. Перед лекцией было сообщение, что заложена бомба, и, соответственно, лекцию сорвали. Было время в Киеве, было. Сейчас мы туда просто не попадаем. Итак, то, что касается нас с вами питания и образа жизни. Для того, чтобы подобрать каждому питание и образ жизни индивидуально, надо знать, к чему вы относитесь. Очень часто европейцы путают два показателя. Первое – рождение, то есть вы рождаетесь с определенным набором. Мы вчера выясняли, да, это ветер жил слизь. А дальше начинаете развиваться. И
то или иное питание, неправильный образ жизни, воспитание, там, условия внешние, климатические условия формируют в вас болезнь. И вот вы, например, родились в одном виде, типе, а мама с папой в вас формировали другой, или бабушка, как правило, это делает, формирует совершенно другой тип человека. Люди, рожденные, например, типом ветра, это, как правило, маленькие люди, то есть маленький рост. Если у вас высокий рост, вы уже относитесь к людям слизи. Дальше разделение такое, то есть если вы по росту, как мы уже говорили, то есть маленькие люди маленького роста, это ветер. Чуть повыше, то есть средний от высокого и низкого, это желчь. Самый высокий слизь. Многие также путают, что если ты высокий и худой, то ты ветер. Нет, ты ветер-слизь. Суть ясна? Большой соединен с маленьким. То есть ветер-слизь, два совместно. Если среднего роста, например, как я, здесь надо выяснять. Здесь уже нужно смотреть по моему поведению, то есть как ведет человек себя. То есть я могу быть слизь-желчь, могу быть ветер-желчь. Понятно? Из роста, просто из роста. Невозможно, конечно, в сантиметрах это сказать, в граммах. Очень часто европейцы прям достают тибетцев выражениями, там, конкретно сколько сантиметров, сколько дней, сколько часов, сколько грамм. Вот. Нету у них такого. Все выясняется по мере ну, не знаю, образования, что ли, врача и воспринимателя. Значит, сам врач в тибетской традиции, в самом Тибете, он, как правило, был семейным. Соответственно, он принимал роды или участвовал при родах, видел этого младенца, знал проблемы младенца, проблемы мамы, да, там, папы, принимал роды или участвовал при родах, затем анализировал самого младенца, к чему или к какому типу он относится. И потом, когда младенец рос на его глазах, он знал всю подноготную. Не надо было заводить карты, как это у нас происходит, потому что семейные врачи, они держат в памяти, потому что постоянно происходит общение с этими людьми, наработки, с теми, за кем он смотрит. И как я часто любил говорить, что врачу надо платить не за то, что вы болеете, а за то, что вы не болеете. То есть семейный врач – это тот человек, который отвечает за ваше здоровье без болезней, а не тот, который лечит вас от болезней. То есть если семейный врач сумел вас предупредить болезнь, вот в этом он молодец, ему за это денежку дали. А не просто так, а потом отсчитываешь всю свою зарплату на то, чтобы остаться в живых. И вот семейный врач, он отвечал именно за здоровье, то есть ведя пациента с малолетства, он знал, чем он страдает, чем болеет, и предупреждал тот или иной тип. Но так как вот сегодня на лекции я рассказывал женщинам, что у тибетцев очень скудный рацион, то особо в питании и образе жизни там мало было каких-то расхождений. Понятно, что есть мясо яко, но его не так там часто кто-то ест, едя там не жир. Понятно, что существуют крупы, но среди всех круп предпочтительнее это был исключительно ячмень и так далее. То есть подход с точки зрения питания и образа жизни был достаточно также скудный. Выбор лекарств был огромный, а питание и образ жизни достаточно скудный. Из-за условий, которые я вчера также обсуждал и говорил. И вот для того, чтобы понять, каким заложена природа, нужно участвовать в родах, нужно знать маму с папой, что они ели, промежуток зачатия, когда формируется яйцеклетка и сперматозоид, потому что они формируются благодаря пище, которая яйца. Потом зачатие происходит, что кушает мама, зачем происходит рождение самого ребенка и его развитие. И вот таким образом говорилось о природном начале тела самого. А потом уже человек менялся. Худые становились полными, полные худыми и так далее, там будут здоровые, больными. Значит, по росту делится таким вот образом. Следующий момент – живот. Здесь два типа переводов. Некоторые говорят, например, твердость, мягкость там, и средняя плотность живота. И большинство европейцев думают, что это надавливание на живот. То есть, потому что слово плотность именно так и переводится. Дело в том, что подразумевать так можно, есть взаимосвязь. Но когда говорят о плотности живота, подразумевается действие, или так правильно говорить, реакция желудочно-кишечного тракта на слабительное. Вот что это такое. То есть это некий такой образный термин плотность. Понятно, что если у ребенка плотный живот, это скопление газов. Плотный именно не прожимающийся, значит ветер. Но там речь шла о реакции на слабительное, и было понятно по реакции на слабительное, какой у него желудочный огонь. У ветра желудочный огонь слабый.
у слизи ровный, а у желчи сильный. Что это такое? Значит, желудочный огонь и та же твердость живота. То есть, если вы дадите человеку ветра слабительное лекарство, он не сразу сходит. Реакция будет не сразу. Ему нужно дать двойные, тройные дозы. Точно так же, как и у слизи. Самый быстрый, кто будет реагировать на слабительное, это человек желчный. Ну, их всегда сравнивают с гулькой, да? Гулька как съела, склевала, что так у нее из задницы и выпало сразу тут же. Все, моментально процесс пищеварения проходит. То же самое и у человека желчь. Он постоянно голодный. Ему все время хочется есть, у него жажда сильная. Из-за вот этих принципов. По внешним признакам, всегда, когда оценивают людей ветра, они худые. Сухощавые, худые. Считается, что они похожи по повадкам на лис, грифов и воронов, по-моему. 3 сравнения берется. Вот. И все сравнения связаны с энергией движения. Что лисы, что вороны, что это вороны больше относятся к задирам, когда тибетцы объясняют по поведению человека, да, похожим на ворона, они говорят, обрати внимание, то есть среди птиц там сидят, гульки там клюют с воробьями, вроде ничего, нормально, никто никого не гоняет, но придет эта ворона и давай всех задирать, давай всех клевать, отгонять и так далее. Вот такой человек ветра. Лисы. Считается, что у лис так же, как и у людей, то есть сухощавый и маленький, недостаток, связанный с пищей. Считается, что лиса постоянно голодная. Она все время ищет, рыскает в поисках пищи. А с грифом сравнивают, потому что он подвижен, он энергия ветра. И вот человек ветра – это человек, который не сидит на стуле. Ему все неудобно, ему все не так. Он, если сел, то прям весь и зайдется. Берется за одно дело, бросает, начинает новое. Постоянная смена в голове этих мыслей, планы, это все вот начинает, это все долго что-то думает, что-то формирует, потом быстро все это бросает, быстро надоедает. Вот это человек ветра. Это то, что присутствует у человека как при болезни ветра, так и по природе ветра. Болезнь накладывается тогда, когда у него появляется на фоне всего, например, сухой кожный покров. Потому что одно из качеств ветра мы вчера обсуждали, так называемый цуп. Цуп – это грубость. Грубость, шершавость, шероховатость и так далее. Вот. Смена мыслей. То есть человек ветра, он достаточно неустойчив в мыслительном процессе, он не усидчив. Быстрая смена друзей, быстрая смена мыслей. Считайте, что они еще бедны. Это связано с тем, что ветер происходит из-за желания. А желания, они разные. То есть он приходит на рынок, вот такой шопоголик, пришел на рынок, вот это ему надо. Ой, нет, это не особенно надо, но уже купил. Вот тот еще надо, вот это еще надо. Ой, да и это уже не надо, смотри, вон там еще лучше. Вот точно такая же, но с перламутровыми пуговицами. И вот они ищут, рыщут, покупают, все это. Как бы за счет этого у них много ненужного хлама. И считается, по этой причине они теряют деньги. И они бедны. Это тоже описание человека ветра. Человек желчь, это как уже выяснилось, это средний рост. Вот. Считается, что желчь дает ясность уму. Это люди острословы, это люди остроумы. По повадкам напоминают, по-моему, льва, обезьяну, тигры, что ли. Обезьяны почему-то тибетцы сравнивают именно с быстрой реакцией ума, то есть сообразительностью обезьяны. Ну, львы и тигры, нет, там не лев, тигр точно. То есть они задиристые, понятно, что это все спортсмены, они все горделивы. У них у всех поставил задачу, он ее выполнит, он там добьется выполнения этой задачи. Он гневлив, он в компании что не так начинает там не злиться, а агрессивно себя вести. Вот зляться как раз ветром, а агрессия, драка, борьба, соперничество – это как раз люди желчи. И у них один из показателей, что они любят. Раньше, например, переводили, что они любят стрелять из лука, натягивать лук. На самом деле там не стрельба из лука имеется в виду, а дух соперничества. Не натянуть лук, а попасть в цель. Они приходят в оружейный магазин,
И они, может, стрелять не будут, но это оружие, они все его и смотрят, и так, и двинанут, и пулю в нее, и патрон засунут, и все посмотрят, и смотрят. Это вот специфика оружия, соперничества, борьбы какой-то. Это вот люди желчь. Люди слизи считается, что это люди, у них достаток средний. Люди слизи считаются самые продуктивные, долгоживущие. Значит, люди ветра мало еще живут. По продолжительности жизни самая короткая срок жизни. Люди желчи живут дольше, достаток средний. Значит, люди слизи огромные, как правило, должны быть высокие обязательно. Если он еще и крупняк, то будет относиться по повадкам, там он похож на горуду. Или там даже не горуда, а скорее тот, кто ведет стадо, вожак стада. Вожак стада, слоны, буйволы, вот так его сравнивают, потому что они мясисты, большие, продолжительность жизни огромна, достаточный, невозможно вывести из себя, там вот такая особенность у него есть, то есть ему хоть кол на голове тиши, как у нас говорят, да, или там раздражая его, докучая его, он стабильный, спокойный, размеренный. Это вот люди слизи. Таковы описания. Если у человека два признака, то есть вы по совокупности смотрите, у желча, по-моему, якша, третий. Якша это тот, кто отвечает за богатство. То есть они тоже горды, это горделивость человека желчи. Их сравнивают с якшами. Значит, самый спокойный это слизи, достаток и долгая жизнь. Но вот это описание, которое сейчас идет, оно заключается в том, что человек таким рожден, таким закладывает его природа. Например, Вячеслав Невинный. В молодости видели, какой был Невинный? Ну, самый живой пример Невинного, да, это когда гараж он открывает у Миронова, да, и там посмотрим, понюхаем, да. Это был хорошо сложенный богатырь. Во что он превратился впоследствии, вы видели. И чем закончил свою жизнь, наверное, знаете. Вот да, у него отрезали ноги. Он потерял и зрение, отрезали ноги, в конечном итоге умер. То есть это как раз закладывает природа в него огромный потенциал, но человек его расходует совершенно по-другому. Вот именно эти проблемы, которые связаны с тем, что люди не ценят ни своей жизни, ни своего здоровья, приводят к тому, что мы сейчас имеем. Но, конечно, это мы сейчас говорим об индивидууме. Еще раз повторяю, мы заложники той пищи, которая мы едим, там, не знаю, того воздуха, которым мы дышим, той воды. Но если говорить именно о природе, то природа у Невинного была наилучшая из всех. А прожил он и умер не так хорошо, как хотелось бы всем. Вот то же самое с нами может твориться, если мы, не зная своего типа болезни, не зная своего типа телосложения, своего хабитуса, мы неправильно употребляем пищу. В первую очередь нужно вот что сказать. У меня есть несколько работ, в частности о пище, есть работы на сайте выставлены. Да, значит, есть в группе где-то выставлено, можно будет посмотреть в Фейсбуке, если кто-то есть, может попасть в группу, зарегистрироваться и будет получать эти рассылки, будет читать то, что нужно. Значит, писал я о том, что в действительности сейчас настало время измененных продуктов. Если мне не изменяет память, по-моему, в Австрии совсем недавно был зарегистрирован случай, первый, единственный случай смерти, по-моему, женщины от генетически измененного продукта. Хотя официально нам говорят о том, что эти продукты без всего, да, безвредны для нас, бесстрашны. Значит, что произошло? Женщина съела помидор. Помидор генетически измененный с чем уж они там смешивают, с хромосомами смешивают, с хромосомой рыбы. А у нее была аллергия на рыбу. И официально диагноз ей был поставлен анафилактический там шок, а умерла она при разборе всех показаний, умерла она вот так. Или, например, такая ситуация, которая связана сейчас, вот опять же, знаете или нет, о том, что сейчас антибиотики уже не действуют, не работают. Сейчас появляется новый вид антибиотика, если его можно так назвать, лантибиотик. Лантибиотик, да, лантибиотик. Лантибиотик это может оказаться еще страшнее, но на данный момент пока это спасение для многих.
И, предположим, все та же пресловутая Европа, или в данном случае Америка, значит, поразил всех случай смерть женщины, которую лечили в течение 20 дней и не смогли вылечить от банальной пневмонии. И вот они забили тревогу, там тоси-боси, и стали выяснять, оказывается, что сейчас настала эра, и она уже началась, это отсутствие антибиотика. За последний год, последний 2015-2016 год, всего 2 новых антибиотика зарегистрированы, или вообще ни одного не зарегистрировано. Хотя раньше их по 50 штук регистрировали ежегодно. Это связано с тем, что мы с вами меняемся. Меняется окружающий мир вокруг нас. В данном случае это изменение самой бациллы, бактерий и тому подобное. А в случае с женщиной с помидором это измененный сам продукт. И невозможность человека быстро к этому приспособиться. Поэтому, когда мы что-то едим, нам бы, конечно, хотелось бы знать о том, что мы едим. И как это приготовить, кто это вырастил. Поэтому идеальным вариантом, пока еще у нас не запрещены сады и огороды в Российской Федерации, что уже давно запретили в Европе и в Америке, если не знаете. Там даже на окне нельзя выращивать помидор, на вас могут настучать сосед, и вы будете платить штраф. Нельзя вводить другие, иные продукты, даже кусочек морковки для ребенка вы не можете ввезти в Новую Зеландию или в Австралию и так далее. Вы платите огромный штраф. И изымают еще и штрафы. У них собаки не на наркотики науськаны, а на продукты питания. Вот такие вот неособенности. И дело в том, что мы сейчас заложники, и мы должны как-то из этого положения выходить. Если мы хотим бороться за свое здоровье, первым фактором, который мы должны поставить во главу, это вода. Хотите верьте, хотите нет, но вода является основополагающим моментом среди всех долгожителей. Кроме одного какого-то племени в Африке, не помню как он, они единственные, кто не зависели от воды. Все долгожители, в том числе и наши, от дагестанцев до чеченцев, в том числе вьетнамцы и так далее, несмотря на то, что там сдабривали добрые американцы напалмом и всякой хренью, есть отдельные места, где текут источники, в основном это горный источник, вытекающий, и люди, которые живут вокруг этого источника, доживают до многих лет. Как только они уезжают с этого источника в другую местность, они погибают. Раньше погибают и так далее, то есть не мистические, а именно сама вода. Поэтому в основе своей лежит вода. Необходимо правильно научиться использовать воду. Количество воды, повторяю, не является основополагающим, потому что мы с вами все разные. Кому нужно пить воду много, кому нельзя, из того, что я рассказал. Кому надо много пить воды? Каким людям? Желчи и ветра. Слизь и так огромная. Слизь состоит из 2 элементов, земля и вода. Воды им не надо. Поэтому люди полные, им не нужно пить по 3-5 литров в сутки для того, чтобы якобы выполнить норматив пионерский. Не надо этого. Взрослые люди, вы же должны понимать. А тот, кто человек жара, желчи, а тот, у кого типаж там, да, как у гульки съел, сразу сходил, конечно, он и воду точно так же теряет. У него воспалительных процессов много больше, он водой должен это гасить. У ветра точно так как это сухощавые, как правило, люди, для них количество воды достаточно должно быть. Понятно, что прям совсем средний уровень, а еще многие путают из вас, в том числе, вы почему-то думаете, что когда вам говорят 2 литра в сутки воды, там не воды надо говорить, а жидкости. Слово жидкость и вода это разные слова. Суп это жидкость, не знаю, там сок это жидкость, да, там везде H2O, везде присутствует, поэтому не путайте. Вот именно жидкости около 2 литров, этого достаточно. Но для людей желчи и ветра можно и 3, для людей слизи можно и 1. У него и так достаточно всего, куда ему еще? Для людей точно так же в отношении голодания. Кому можно, кому нельзя. То есть люди ветра, если начнут голодать, у них разум замкнется. У них сразу начинаются различного рода отклонения психического характера. И они и так-то не сидят на месте, так а когда голодают, их вообще не посадишь. Желчи, так, 50 на 50, то есть лучше все-таки подходить с точки зрения диеты. А болезням слизи, да, голодание доступно и возможно. И голодать нужно в определенное время. Когда лучше всего голодать? Когда вы вес набираете? Кто-нибудь знает из вас набор веса? Когда? А еще у кого какое время? С растущей луной я уже услышал.
Животные когда набирают вес? На зиму. Осень. Летом. Они набирают в зиму вес. За счет чего они набирают вес, знаете? Лежат много. Потому что не двигаются. Не двигаются. И они начинают есть полынь. Ага. Из-за полыни из них выходят глисты, они быстро набирают вес. По этой причине, когда кто-то говорит из вас, что там я зимой решил себе сделать чистку от глистов или летом, это недопустимое время, вы должны быть в совокупности с природой. Люди наблюдали, это не мое измышление, это не я смотрел за баранами, когда они едят и когда у них из них глисты выходят. Это официальное знание. И если вы люди, а они животные, мы все живем, пьем воду, едим растительную пищу, да, во всех нас есть те или иные проблемы. Когда нам очищаться от глистов? Именно в то время, когда это делает природа. Мы с вами уже ничего не чувствуем. Когда, помните, была большая волна, убившая это большое количество людей. Где? Какая страна была? Таиланде. А? Таиланде? Еще я помню выражение митрополита Кирилла, который сказал, что они виноваты, то есть Бог их наказал, Боженька. А, цунами, что ли? Да. Ну, что цунами? Животные ушли с этого места давно, ни одно животное не пострадало, погибли люди. Когда стала уходить вода, люди бросились собирать камушки этих морских звезд ракушками. Никто не подумал, что если вода куда-то ушла, сейчас она придет. Люди погибли. Все животные, птицы, все уже ушли. Никто из людей об этом не подумал. Даже тревогу не забил. Мы с вами давно уже потеряли эти часы и ритмы. Если мы их потеряли, так давайте хотя бы наблюдать за животными. И за счет этого мы приобретем просто опыт. Поэтому если кто-то из вас захочет в течение жизни, сейчас это очень тоже популярно, да, по Фролю мне определили глистов, срочно надо там что-то съесть. Вот. Исключительно в свое время это делайте. Ни летом, ни весной, ни осенью. Не в зиму, а именно осенью, когда цветет эта полынь, отцветает, когда ее едят животные. Набор веса происходит в зиму и зимой. Причина связана с употреблением желудком большого количества пищи больше темных дней, когда человек находится в вальяжном состоянии. Чем больше света, тем больше он двигается. Сброс веса начинается с весны, лета, потом опять набор. Поэтому лучше всего голодать зимой. Полным людям. Полным людям. Не всем подряд. Потому что зимой желудочно-кишечный тракт, например, человек желчный, пора закрывается в зиму, и у человека, у которого сильный желудочный огонь, он наоборот много ест, но не толстеет. Он если наберет вес, то совсем немного. И если такой человек будет голодать, он наоборот высохнет, он наоборот погибнет, у него произойдет совершенно другой процесс. Поэтому все индивидуальные. И когда кто-то хочет что-то сделать из вас, вам нужно получить сначала консультацию у грамотного врача, который разложит все по полочкам и возьмет на себя ответственность за ваши действия. Если вы сами этого сделать не можете, если вы не научены и не знаете. Поэтому и смотрите всегда на то, что происходит с природой. Кто чего ест, насколько это полезно, кто как выглядит. Это тоже важно. Значит, по воде. Большинство из вас наверняка воду на чем-то настаивает. Настаиваете воду на чем? Фильтруете хотя бы? Уже хорошо. Значит, есть несколько версий на тему настаивания воды. Предположим, кто-то говорит, что нужно кремний класть. Давайте с кремнием разберемся. Кремний камень горячий или холодный? Кремний, ребят. Холодный. Ну что, кремний, горячий камень. Из него высекаем огонь. Конечно, конечно. Принцип огня. Он мать огня, кремний. Кому его можно из этих трех типов? Ветру и слизи. Ветру и слизи. А желчи нельзя. И если у вас папа, мама, сын, там, дочка, да, и вы этот кремний всем пихаете, а кто-то из вас, из вашей семьи желчь, будьте уверены, проблемы начнутся. Дальше. Понятно, как подходить? Другой момент, еще очень популярный. Во всем мире два залежа только. В России где-то в Карелии, второй не помню. Шунгит. Шунгит. Шунгит, по шунгиту камня. Камень какой шунгит? Кто-нибудь его видел, когда вот воду ему наберете? А? Он черный, понятно, да, его цвет черный. Вот, он не маслянистый. Масло на нем выпадает, когда вода отдает свое дерьмо. Он становится слизистый. Если вы будете настаивать воду на шунгите, его нужно промывать все время. Мало того, он еще и разрушается постепенно. Я так понимаю, что вода на него действует. Он становится слизистым. Его вы берете, и у вас масляные руки после этого. Сами. Если он сухой, с ним ничего не будет. И он постепенно разрушается.
То есть из него пыль выходит. Его надо промывать эпизодически, наставить вот. Шунгит замечательный. По своей структуре. Еще почему-то могу сказать только из одного своего случая, когда, ну, может, у вас в Туле такого нет, но думаю, что это повсеместно было. Некие такие добрые ребята, значит, приходили, ставили стаканчики, и, значит, наливали у вас воды из разных кранов, потом там лакился бумажки или там чем-то капал. Его на отлично, то моя была на 4. И он говорит, ну, будете брать? Я говорю, а зачем? Посмотри на свою воду, посмотри на мою. Потом выяснилось уже, что же он предлагал. Он предлагал, на самом деле, он наливал дистиллят. Он наливал дистиллированную воду, которая, естественно, из-за солей, отсутствие солей, ни в какие химические реакции не входила. Но моя была на 4, это указывало на то, что в ней что-то присутствует, и не настолько плохо, как на 1 или на 2, когда набирается вода из-под крана. Значит, кроме шунгита, у тибетцев есть, как кремний, мама, да, назовем ее, или папа огня, также есть мама воды. Это сердолики. Сюда же относятся агаты и тому подобные камни. Знаете, что это такое? Приходилось видеть? Замечательные, красивые камни. Большинство камней, конечно, в воде совершенно иного характера, когда высыхают. Вот я настаиваю, у меня шунгит стоит и сердолики. Сердолики я собирал на Аноне, это Читинская область, вот как раз, где получал первое образование. Там и золотоносные реки, и сердолика достаточно. И третий момент, конечно, серебро. С серебром нужно быть внимательным. Значит, серебро тоже бывает разное, если вы посмотрите на серебро, так же, как и золото. Да, бывает красное золото, белое золото там, и так далее. И серебро тоже разное. Бывает, что при химическом составе, бывает, крестик носите, да, он чернеет, там, еще что-то меняется. Многие это связывают там, как с болезнью, так с вредом со стороны и так далее. С серебром тоже будьте осторожны. Никто не знает, насколько каждому из нас полезно серебро. Когда полезно пить серебро? Почему пьют в христианстве, когда причащают из ложечки серебряной? Всех. Конечно. Конечно, бактерицидные свойства – это основа. Но надо знать, что за серебро. Я имею в виду, еще раз повторяю, то есть качество самого серебра. Почему индийцы, несмотря на то, что Ганг изобилует трупами несожженных людей, как людей и животных, купаются, плавают и не получают никакой инфекции в том количестве, которое можно было бы получить, если бы у нас плавали трупы, не знаю, там, по нашим рекам. Серебро. Ганг просто изобилует серебром. И на этой основе даже трупы не разлагаются, а они спускаются к Индийскому океану, а там уже акулы их подъедают. Самое большое количество акул впадания Ганга, потому что трупы в огромное количество спускаются. Видели когда-нибудь эти умывания в Варанаси? Трупы плавают, и индийцы умываются и так далее. Это из-за серебра. Серебро полезно тогда, когда у вас есть те или иные проблемы с желудочно-кишечным трактом, как, например, язва. Так как за это получили Нобелевскую премию с язвой желудка, да? Потому что выяснили, раньше резекция была, болит желудок, давайте отрежем, и болеть ничего не будет. Потом выяснили, что это хеликобактер. Стали лечить его, но хеликобактер это простейшее. Я удивлен, что сейчас его лечат антибиотиками. Вообще раньше использовали банальный трихопол. То есть в данном случае, если мы говорим об бактерицидных свойствах серебра, то для такого человека, да, с язвой или с катаром желудка, пить серебряную воду благоприятно. Но насколько это будет благоприятно другим, я не знаю. Это надо анализировать. Понятно, кому можно, кому нельзя. Я смешиваю лично. У меня стоит маленький стакан с серебром, я его называю белорусское серебро. Оно отличается от другого серебра, совершенно точно вам могу сказать. Либо батька приглядывает за всем, вот, либо люди еще добрые. Потому что серебро, которое мне приходилось видеть у других, оно совсем не похоже на белорусское серебро, даже по внешнему виду, по плотности своей. И на шунгите, и на сердоликах. Вот такую воду я лично употребляю при возможности, если я нахожусь в Омске. Если я выезжаю куда-то, у меня там выбора нет. Я не доверяю воде в кулеру, я не доверяю воде в бутылках. Потому что это такое, никто из нас с вами не знает. Если вы сами делаете воду, да, таким образом. Следующий момент – это живая и мертвая вода. Живая и мертвая вода есть через заряд электрический, да, есть заряжают воду, а есть кипячение, например. Есть взгляд европейцев, что, наверное, химиков, не знаю, физиков и так далее, когда они утверждают, что вода после кипячения становится мертвой. Я думаю, это всем известно, да, этот вариант. Тибетцы его отрицают. Сразу просто вам скажу, что на Востоке это не принято. Почему? На Востоке вообще не пьют сырую воду, чтобы вы понимали. Не пьют сырую воду и кипятят ее не по причине
микроорганизмов, которые могут навредить, как тоже европейцы предположили. На самом деле кипятят воду из-за того, что вода кипяченая легче переваривается, чем сырая. Вот принцип кипячения воды. Если вы не хотите доводить воду до кипения, что и происходит на территории Тибета, из-за высоты, перепада давления, вода там закипает при температуре около 90 градусов, то есть она до 100 не доходит. Это важный момент. У нас при сотке. Поэтому если вы не хотите кипятить, доводите ее до 90 градусов. Выключайте. Эта вода будет более благоприятна для вас, чем просто сырая. Что такое заряды, приобретена живая вода, стала мертвая вода? Это в тибетской традиции не обсуждается и не исследуется. Вода, еще что к ней относится? Живая, вроде сказал, очищение. По воде еще очень важно, откуда ее взяли. На первом месте по воде, совсем недавно просто я читал вебинар по жидкостям, двухчасовой. И там о всех жидкостях, которых только можно было предположить, поэтому в памяти еще свежо. Значит, тибетцы, так же как и мы, наверное, когда-то могли себе позволить, считали наилучшей водой дождевую. Дождевая вода считалась наилучшей водой. Сейчас дойдем до нее. Дождевая вода считалась наилучшей водой для употребления волнуты. Сейчас с развитием химии нам это уже нельзя употреблять. Следующим была там сталая, снеговая и так далее. Талые снеговые воды, они дистилляты. Их можно употреблять. Если вы их пьете постоянно, долго не протянете. По этой причине тибетский чай это добавка соли. До недавнего времени, то есть это мы смеемся над чукчами, да, над малонародностями, а в Европе смеялись над швейцарцами. Одна из самых гибелоиды, да, швейцарцы, да, выяснилось, что из-за воды, отсутствия в воде солей. И когда только им стали ввели, поняли, что происходит, у них дети стали развиваться. У них дети стали превосходить по интеллекту взрослых. Дистиллят, он опасен. Поэтому, если вы пьете талую воду, вы ей не заменяйте весь рацион воды. Иногда пить можно. Весь рацион жидкости заменять нельзя. И, естественно, еще раз повторяю, соль. К солям тоже перейдем, расскажем. Итак, вода на первом была, значит, дождевая. Затем талая не подходит у нас. У нас талую можно сделать только в холодильнике в лучшем случае. Кстати, по талой тоже есть две версии, когда говорят о холодильнике. Вот берете воду, наливаете в бутылку, кладете в заморозку. Потом достаете. Талой водой что будет считаться? Когда первая оттает, когда последняя оттает, или когда просто оттает? Я знал, что вы не знаете, какая. Горох всегда рекомендуют, кто последний Вот до сих пор все спорят, что же такое талая вода. Не последний, там даже весь осадок остается. Последний весь осадок можно. Я понимаю, что никто из вас... Тяжелое и легкое получается. Вот, хорошее выражение, тяжелое и легкое. Все принцип дистиллята и тому подобное. Начальная фракция и последняя фракция самые плохие. Брать нужно средние. Когда мы говорим о... Ну, это химик вам любой расскажет, а тот, кто гонит самогон, тем более об этом расскажет. Так как Сибирь наводнена самогонщиками, мы знаем, что такое головы, что такое хвосты, что нужно отсекать. То же самое и в воде. Одинаково. Талая вода, о которой мы говорим о Тибете, понятно, там никто не разбирает, какая она, снег тает, там и пошло. Затем рассматривались воды колодезные, и что меня удивило больше всего, что колодезная вода стоит перед родниковой, представляете, у тибетцев. Это очень странно. В России на первом месте родниковая вода всегда стояла, я не знаю, может у вас там где-то на другом, у вас кефир, я знаю. Родниковая вода основная. Нужно, конечно, знать состав, там, да, но она вот родниковая. А у них почему-то колодезная стояла на первом месте. Не знаю по какой причине. Вот. Затем шли воды лесные. Смотрите там, что происходит. Вода, которая проходит по земле, по корням. То есть она выходит, предположим, выходит вот здесь из родника. Она, это вы зачерпнули, она одного типа. Затем она начинает течь вниз, проходя через корни земли. И здесь вот, там, предположим, глинистая почва какая-нибудь. И она здесь скапливается. Это вода уже другого качества. Ее называют лесной водой. Дошло на тибетского древесная вода. Многие думают, что древесная вода это сок деревьев.
Вот. Это вот эта вот древесная вода. Она одна из самых плохих. Кроме того, пруды одна из самых плохих вод. Озеро, хорошая вода. Причина в чем заключается? Там, где нет тока воды, озеро это то, что создает природа. Да? Ток воды есть, ключи бьют. По причине глины вода не уходит, не распространяется, а течет в определенный, там скапливается, течет в определенном направлении. Вот озеро и река это одна вода, одного типа. А пруд и вот эта вот деревесная вода это другого типа. Считается самая плохая вода. И последним, одна из самых плохих, последним или предпоследним, это солончаковая вода. Вода солончак. Это ту воду, которую нежелательно пить, две последние. Опять же, тибетцы, как-то читал лекцию в Перми, и после лекции подошла женщина и говорит, я жена майора, то ли полковника МЧС, и вы привели несколько примеров, то есть, например, я приводил пример, как быстро определить, стоит спасать этого раненого или стоит его оставить на поле боя, потому что других нужно спасти, а то пока этого тащишь, он умрет, а другие потом за него домой. Она говорит, очень интересная информация, нам бы эту информацию получить от вас, там, чтобы вы сказали. Вот. Я отказался, потому что я лишь услышал об этой информации, переводя других учителей, а в полноте знаниями не владею. Но вот у тибетцев есть наработки, так как они всю жизнь воевали, до тех пор, пока им буддизм не дали, они имели очень большие наработки в ранениях, в повреждениях, в травмах, делали операции на глаза, сверлили череп там, и так далее. Но потом со временем нет войны, нет материала человеческого, и все это забыто. И у них есть очень много, вот прослеживается те или иные моменты, нахождения на той или иной территории. Предположим, если вы, так как вы местечковы, например, живете в Туле, да, и дальше Тулы, предположим, никуда не ездите, вы пьете воду Тулы и знаете, где какая вода. Но тут вдруг пришел там хан Мамай, всех погнал с этой территории, вы пришли на чужую территорию. Откуда вы узнаете, какая у вас вода? И у тибетцев есть наработки на тему, как пить плохую воду. И я предполагаю, что это все та же армия, все это та же война, те эти миграции. У них есть указания на то, как подготовить воду, даже болотную, по сути. Выпить ее для минимального вреда для организма. Чего у нас уже давно нет. У нас есть аптечка у солдата, у каждого. Вот он понимает, что плохая вода. Бросил таблетку, зашипела, выпил воду и был здоров несколько дней. Вот. По воде очень важный момент заключается в том, чтобы вода была чистая. Вы ее можете сделать сами. Даже из не очень хорошей воды. Когда говорят о воде с микроорганизмами, мне вспоминается история по миграциям все тех же татар-монгол. Каждый из татар-монгол, обязательно мужчин-воинов, носил при себе кусочек аира. Аир считается одним из тех продуктов, который нейтрализует негативные бактерии там, подобные в воде. Поэтому аир как один из вариантов добавления, если прям вода совсем плохая, но не химический состав разбирается воды, понятно, да, а что микроорганизм. Вода в нашей жизни стоит на первом плане, она у вас. Дальше у каждого из нас есть второй план, это, наверное, мясо. У большинства, я так предполагаю, мы все равно всем мясоеды. Мясо. Вот. По мясу смотрите, какая ситуация. Значит, люди, европейцы, вообще очень такого грубого склада ума. То ли в нас это не заложено, там, не знаю, генетически как-то устроено. Мы смотрим на мир вот так. У нас либо есть, либо нет. Переводил как-то также одного тибетца, йогина, который читает лекцию, говорит, ваши вопросы. Ему задают вопрос, скажите, сахар это вредно или полезно? Он говорит, так не бывает. Он говорит, бывает. Вот вы мне скажете, вредно или полезно? Он говорит, кому? Он говорит, нет, вредно или полезно. И он говорит, человеку худому сахар, глюкоза нужна, толстому, полному нет. Понятно, как подходит к вопросу? То же самое и с мясом. Есть или не есть мясо, вопрос не стоит. Какое мясо есть, стоит вопрос. У каждого из разновидностей мяса есть свое свойство. Это же свойство перекладывается на продукты остальные. Например, корова дает кроме мяса молоко. Из молока делаются в последующие молочные продукты. Они будут таким же свойством обладать, как и сама корова. То есть элемент коровы будет передан в мясо, в молоко и пошла вот эта система. Ясно? То же самое, кроме свиней. Да? Свинья мясо дает только при смерти. А при жизни остальные продукты, в основном, там, яйцо, оно будет такого же свойства, как и курица. Икра рыбы будет такого же свойства, как и рыба. Понятно? Параллель какая? Самое горячее мясо по своим свойствам это баранина и конина.
Самое горячее мясо. Горячее по свойству, элемент огонь в нем присутствует. Соответственно, кому можно? Слизи и ветру обязательно. Ветер частенько относит к болезням холода все равно. То есть понятно, что он может присоединиться как к жару, так и к холоду, он все равно в большинстве своем болезни. Почему? Потому что это бледные, это там синюшные, сухой кожный покров и так далее. Поэтому в большинстве своем мерзнут все время, в основном холод. Поэтому конина и баранина для них. Свинина. Как ни странно, свинина такой продукт, который у тибетцев рассматривается не с точки зрения нашей с вами свиньи, то есть которую мы с вами знаем. Мы какую с вами свинью знаем? Жирную, толстую, белую такую, передвигающуюся, и которая ест продукты со стола человека, да, парни черные, поджарые по горам носятся туда-сюда, копаются, что-то рылом своим мечат. Они не толстые, они такие поджарые, они по сути кабаны. И поэтому свойство мяса, которое описывается в источнике, нельзя знак равно ставить между источником тибетским и свиньей, которую мы знаем. В этом особенность. Второй момент за мясо или сало свиньи. Знаете, чем помойное сало отличается от хлебного? Помойное сало, когда вы едите, у вас во рту остается, вы сало высасываете, вот эту тонкую фракцию, а у вас во рту потом вата остается. Это сало называется помойным, потому что свинья ела пищу со стола человека. А если ее кормить хлебушком, зерном и тем подобным, ее сало, когда вы нарезаете, кладете на язык, оно тает. Это совершенно разные сорта сала, разные свиньи. И вот когда тибетцы говорят о свиньях, они имеют в виду своих свиней. У них мясо буквально черное, темное. Оно не красное и не белое, как у нас. Оно буквально темное. И в этом особенность качества свиньи. Поэтому тибетцы рекомендуют свинину определенным лицам. Нам же по тем рекомендациям свиньи жить нельзя. Свинина у них рекомендуется при болезнях желудочно-кишечного тракта, язвы желудка и рака желудка. Как ни странно. Но речь идет о той свинье. Как готовить, мы сейчас еще не обсуждаем. Потому что если вы просто засолите сало и будете его есть, это один тип питания. А если вы будете жарить, это рыба и рыбные продукты, все морепродукты, они все по свойствам теплые и горячие. Все полезны слизи. Кроме того, рыбные продукты, не рыбные, то есть богатые фосфором, понятно, там кальций и так далее, полезны кому в большинстве своем? Ветру, желчь, слизи. Кальций. Ветру, конечно, ветру. У него истощение, он так еле дышит, ну ладно. Ему надо это все. Дальше фосфор. Насколько мне известно, да, по статистике, большое количество мальчиков рождается у тех, кто ест рыбу. И по статистикам вот смотрят, например, люди, которые не люди, а именно целые, назовем их даже расы, наверное, в какой-то степени, питающиеся рыбой, или целые племена. У нас там скандинавы, кроме рыбы, у них просто жрать больше нечего. И вот купить еще, наверное, их осталось. Японцы, опять, саке и рыба. Кстати, в Японии одни из самых большого количества долгожителей, несмотря ни на что. Я это связываю с тем, что они едят очень много морепродуктов, и еще у них тоже манечка такая есть, кораллы есть. Любят они кораллы есть. И воду они на кораллах настаивают, кстати. У них такая специфика. А отсюда и появился некий коралловый клуб, который всем впихивает эти кораллы в воду. Вот. Но то, что, еще раз говорю, то, что русскому в радость, немцу смерть. Поэтому, что японцы могут, мы можем и не смочь. Нам нужно своими обходиться тем, что есть, и правильно к этому подходить. Что еще у нас известно? Кролик. Кролик считается, мясо грубое, будет порождать ветер. Хотя и корова, любые продукты, от них все холодное. То, что у вас в магазинах продается, вообще никто не знает. Немецкое молоко. Кто-нибудь был в Германии? Знаете, что такое немецкое молоко? Как у всех немцев. Вот написано, 14.12 произведено, 14.01 испортится. Вот еще 31.12 оно еще целое, а утром 1.12 оно уже все, никакое. Печенье у них горит, знаете, нет? У них сейчас недавно совсем, как недавно, это для меня недавно, мне кажется, 10 лет как один день. Когда перезахоранивание кладбищ было, немцы, умершие уже в 80-м году, мумифицируются, они не разжевывают. Самый крахмальный, самый холодный продукт. Картошку нельзя есть кому?
Ни в коем случае. И нельзя картошку кушать людям с болезнями охлажденных почек. Охлажденные почки – это хронические заболевания почек. То есть когда-то вы перенесли заболевание, например, цистит, пиелонефрит. Острая форма прошла, вы думаете, вы вылечились? Это только в сказках бывает. А она переходит в форму хроническую. Помните как, помните или знаете кто-то из вас, да, вы переболели острой фазой, вас подлечили, вы вроде бы пришли в себя, но потом чуть постываете, у вас опять все начинается. Это и есть хронь. Болезнь по-прежнему находится у вас, а она ждет своего часа. И для таких людей, для ослабления почек, картошку кушать нельзя. Ее запрещают, в большинстве своем картошку. Для таких же людей грибы запрещают, они тяжело перевариваются и для почек тяжело. Но грибы очень полезны тем, кто не ест мясо, предположим. Потому что даже с тибетского это подобие мяса. Всегда используется слово мясо. Они очень питательны. К тому же грибы выводят токсины. Сегодня вот я говорил вам о книгах, да, которые тибетцы издают. Это вот уже вторая или третья книга, которая издана из последних. И они не переводят никто на русский. Они интересно. Например, тибетцы говорят об арбузе. Его в глаза его никогда не видели, этот арбуз. Знать не знали. Или они говорят о дыне, например, о маракуйе, там, еще о чем-то. Это все их наработка. То есть у них есть родные вещи, например, там, перец бунгай, ямайский перец, там, шумоза, не помню как. Пожитник. Пожитник, да. Пепелин, это перец длинный. Они нам предлагали няк. Это няк называется, это не ерма, а няк. Очень похоже просто по растениям. Перец бунгай и няк, не знаю тоже, что это такое, но тоже какой-то из выбера. Вот. Есть вещи, которые они знакомы. Налишам, это черный перец, так вот он растет, видите. Они, вот поэтому, бадьян, по этой информации есть, ей можно доверять. А остальная информация, она в большинстве своем заимствована. И заимствована она откуда? В большинстве своем из каких-то европейских источников или химического состава. Когда люди начинают опираться только на химический состав, в медицине это ход в никуда. Потому что не всегда химический состав соответствует действию. То же самое касается и всяких других веществ. И здесь очень много, например, там я читал по кукурузу, по маисе. Маис. По маису, значит, что маис, как европейцы, якобы пишут, что европейцы используют как профилактика онкологических заболеваний. Маис. Я такую информацию не знаю. Вот у них здесь, в этой книжке написано. А основное действие маиса с тибетской точки зрения, это разрушение камня в почках и выгоняние его. Это значит, что маис теплый по своим свойствам. И значит, что он будет полезен при хронических заболеваниях почек, о которых я сейчас сказал, и камнеобразованию. Использование кукурузы. Потом, как используют кукурузу? Есть, например, пишут, барбарис полезен при болезни глаз. И вот все его... неправильно сказал. Черника полезна при болезни глаз. И вот все ее наяривают, едят. И никто не знает, что ее надо в глаза закапывать. Ее не надо есть. Ее надо закапывать в глаза. Закапывают ее только тогда, когда собирают, когда она свежая. И закапывать можно, то есть какой-то период времени. Есть ее, она бесполезна, она разрушается желудочно-кишечным трактом, активное вещество, все погибает, надо тоннами съесть. Как там, Онищенко, да? Который запрещает все, что не нужно. Там, тоннами надо есть этот мускатный орех, чтобы тебе захорошило. И то же самое и с этим. Мы большинство вещей не знаем, и это незнание используют те фармацевты, которые продают впоследствии нам различного рода вещи. Картошка, капуста. Капуста в большинстве своем у тибетцев, ей тоже поется ода. Считается, что большинство видов капусты, особенно цветная, брокколи и тому подобное, также являются противоядиями, также являются профилактикой онкологии. Но в большинстве своем, опять же, капуста противовоспалительным эффектом обладает, как там мне рассказывали вчера или сегодня, пациентка, значит, болит или там распухло колено. Что надо сделать? Капустный лист, да, положить капустный лист. В действительности своей капустный лист помогает. Моя бабушка и моя тетя по бабушке, там, ей уже около 90 лет, вот, она всю жизнь лечилась, ей некогда было лечиться по-другому, и она, вот у нее что-то болит, я помню, она с капустным листом что-то пришпандорит и ходит с этим капустным листом. Я всегда хохотал, говорю, что помогает, она говорит, не вредит, а в конечном счете помогает. И капуста, во-первых, сок капусты, правда там самое главное не переборщить, лечит язву желудка.
Знаете об этом? Сок картошки лечит язву желудка. Ну, говорят, такое, квашеное. Или нет? Обманывают. Сейчас никому верить нельзя. Понятно. Картошку еще, вот я сейчас вспоминаю, лечение геморроя, картошку. Знаете, как искать лечение геморроя? Тоже не едят. Делают свечку из картошки и вставляют в анус. Тоже лечит геморрой. То есть продукт можно использовать по-разному. Нужно иметь знания об этом продукте. Что у нас еще? Каши все, смотрите, значит, по кашам. Буквально все каши, которые мы с вами едим, рис ли это, проса или еще что-то, они все холодные. Поэтому желательно каждую из этих каш подогревать, то есть хотя бы удалять H2O молекулу воды, хотя бы прокаливать. Тогда каша, само зерно становится легко усвояемым. Понятно, что нужно делать? Следующий момент. Конечно, у каждого из них есть свое действие. Например, просто сращивать кости. Оду поют тибетцы, так как есть у них там все равно нечего, этому ячменю. Да? Ячмень – это банальная наша перловка. Вот. А у них основная пища – это именно поджаренное, перемолотое зерно, поджаренное в виде цампа. Цампа там, с водой, с маслом, с солью, мацается и естся. Рис. Значит, сейчас буквально во всем более-менее соображающем мире запрещен рис. Круглый. На самом деле, оказывается, круглый рис едим чуть ли не только мы с вами. А вообще никто его не ест, кроме нас. Едят длинный рис, либо дикие сорта. Почему круглый рис? Сейчас поясню. Значит, круглый рис плох в нескольких ипостасях. Первый вариант круглого риса, он холодный, тяжелый, сладковатый. Что делают еще наши? Они его шлифуют, убирают определенный слой и сахарят зачем-то. Я не знаю зачем. Это не природная штука. То есть он и так сладкий, его еще и сахарят. И вот такой рис, который появляется на нашем рынке, его есть круглый нельзя. Выяснили это совсем недавно, это запрет где-то в монастырях, этот запрет. Из-за того, что монахи стали тупить, спать, не учиться, чувствовать плохо себя. И убрали из рациона этот круглый рис, то есть провели исследования, им полегчало. Круглый рис очень сильно тупит, очень сильно загрязняет каналы. Поэтому кушать круглый рис, особенно в большом количестве, не желательно. Иногда, конечно, можно. Если вы баранину, например, готовите, она горячая по свойствам, да, делаете плов, добавляете туда множество разных продуктов, рис используете и куски баранины, конечно, пойдет. Или если еще сдобрите каким-нибудь специей. Когда вы готовите пищу, просто научитесь ее правильно готовить. Не вкусно готовить, а правильно готовить. Как говорят китайцы. Красиво не значит правильно. Правильно значит красиво. Вот все, что будет полезно, вот это вот вкусно. Вам необходимо знать о том сочетании продуктов. Какие продукты к чему подходят, к чему не подходят. Как уравновесить? Если картошка холодная, что нужно сделать? Если рис холодный, картошка холодная, что нужно сделать? Сварить его там, в бульоне с мясом конины или баранины. Понятно? И таким образом, или знаете, что картошка плохо влияет на почки. Значит, при приготовлении нужно добавить, вот положи сейчас, чтобы было понятно, что к чему, где все их разновидности, чтобы было ясно. Необходимо добавить тот продукт, который сгладит это действие картошки. Это специи. Сейчас вот какое-то количество есть, и вид их есть. Можете потом посмотреть, чтобы понять, что это такое. Вот. Поэтому крупы все лучше поджаривать, чтобы они стали легче. Когда вы готовите крупы, детям лучше всего их варить на молоке. Но чем старше вы становитесь, лучше каши готовить на воде. Если вы хотите сами молоко пить, чем великовозрастнее вы становитесь, тем больше пейте молока нежирного, то есть 1%, не знаю, там 0 есть или нет, 1%, да? Либо берете молоко, разбавляете его водой и упариваете. Такое молоко еще доступно. Молоко кому что какое, тоже сейчас разобрали.
Следующий продукт. Что еще мы едим? Мама что делает? А? Морковка свекла. Ловко полезно при всем. У них просто другой пищи не было, они ее доепили. А гречка? Гречка у тибетцев считается самая плохая, а у европейцев самая хорошая. Что, где правильно? Это тот случай, когда нужно правильно перевести термин у тибетцев. У тибетцев это звучит так. Гречка порождает все 3 болезни. На самом деле речь идет. Гречка порождает все 3. Ветер, желчь и слизь. Не болезни она порождает, а увеличивает эти жизненные начала. Понятно? Поэтому тибетцы, там нужен правильный перевод на русский. То, что я сейчас процитировал, вы везде прочитаете, и все будут на это. Не, вообще. Вот она с пшеном и будет желтый с желтым, она и будет уже, тыква уже будет влиять, не столько пшено влиять будет. По просу и пшену это сращивание костей, я сказал об этом несколько минут назад. То, что касается, что там еще, овса и тому подобное, овес придает сил, потому что овес это чья пища? Лошадиная пища ее так и называют. Она придает очень большую силу. Она энергетик сильный. Овес, овсяная каша. Дальше еще, если говорить о злаковых, еще есть гороховые. То есть то, что в стручках. У них много разных, конечно, свойств. Первый момент рассматривается, их 3 вида они рассматривают, тибетцы. Так называемый плоский, круглый и бобовый, то есть тот, который в виде почки. Тот, который в виде почки, он почки и лечит. К тому же еще полезен исключительно для женщин. Белый будет при заболеваниях жара помогать, а красный при заболеваниях крови. Боб. Фасоль. Чечевица очень сильный энергетик, то есть тоже придает очень большое количество соли. Чечевицу знаете, как называли в Древнем Египте? Пищей рабов. Больше ничем их не кормили, а работать-то надо было. И их вот чечевицей кормили. К тому же чечевица, если вы будете ее снаружи использовать, удаляет жир. Удаляет при кожных заболеваниях, мокнущие язвы различного рода, ожирение, выступление, там, знаете, пота, с этого клейкого пота и так далее. Его используют при куне, перемалывают поджаренную чечевицу в муку и втирают в поражаемые места. Она убирает лишнюю слизь, убирает лишний жир и лечит заболевания крови на поверхности. Горох, по-моему, увеличивает ветер. Ну, это мы с вами все знаем. Музыкальная каша гороховая. Вот. Ее тоже там с осторожностью есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности при заболеваниях ветра. Все по ним? По злакам и горохам.